Новая-Осетия ТВ сегодня в выпуске. В Северную Осетию прибыла делегация этнических осетин из Турции. Как встречали гостей во Владикавказе, в материале журналистов Осетия ТВ. Подводная лодка «Владикавказ» бороздит просторы морей. Совсем недавно завершился капитальный ремонт судна. Герои советских мультфильмов заговорили на остинском языке. Знаменитые Карлсон, Чебурашка и Вовочка в Тридевятом царстве освоили сразу несколько диалектов. Совсем скоро они будут доступны абсолютно всем. Эти и другие темы далее подробно. Во Владикавказе побывала делегация этнических осетин из Турции. Это их первый визит на историческую родину. В североостинскую столицу они решили приехать после долгих лет дружбы между диаспорами. Сегодня в нашу республику делегация, представляющая турецко-остинскую молодежь, прибыла по приглашению Северной Осетии. Здесь они впервые знакомятся с культурой, традициями и историей народа. Несмотря на довольно сжатый срок визита, программа пребывания достаточно насыщенная. Этническим осетинам показали, как пекут национальные пироги и варят остинское пиво. Также молодежь посетила музей древности Алании. Мы и впредь намерены проводить вот такие вот встречи, что здесь, в Северной Осетии, что там, в Стамбуле или в другом ином турецком городе, потому что эти встречи, они полезны для обогащения, для знакомств, для наведения крупных и серьезных прочных мостов дружбы, для сохранения идентичности осетин, где бы они ни находились в этом мире. Примечательно, что осетинам в Турции удалось сохранить остинский язык и культуру. Несмотря на отдаленность от родины, традиции древней Алании бережно передаются из поколения в поколение. Как говорят турецкие осетины, даже воздух в Осетии способствует к объединению и сплоченности. Тома Валева, Евгений Маркин, Осетия ТВ. В Северодвинске состоялся торжественный вывод из эллинга подводной лодки «Владикавказ». Субмарина стала второй дизельной подлодкой, модернизированной для отечественного флота за последние 20 лет. Центр судоремонта «Звездочка» приступил к ремонтным работам еще в 2011 году. На торжественном мероприятии побывали и представители администрации Владикавказа. Делегация была отправлена в Северодвинск, и мы, естественно, посетили завод «Звездочка». На нас была возложена миссия поздравить, естественно, руководителя, руководство этого предприятия. Приехал заместитель министра обороны, были депутаты Госдумы. То есть это событие, оно стало всероссийского масштаба. Нами был также нанесен визит и экипажу подводной лодки. То есть мы повстречались с командиром, мы тесно общались с командиром подводной лодки, с заместителем по воспитательной части. В то время, когда призыв в армию составлял 2 года, то да, действительно были представители Северной Осетии на этой подводной лодке. Но в связи с тем, что сейчас срок службы составляет всего лишь 1 год, то срочники не успевают проходить подготовку для того, чтобы нести службу на этой подводной лодке. То есть сейчас экипаж состоит из контрактников. Мы являемся шефами данной подводной лодки. И регулярно была оказана им и материальная помощь. То есть мы не понаслышке знаем, чем живет экипаж подводной лодки, какие проблемы у него. Самой подлодке уже более 20 лет, однако после модернизации дизельный корабль ждет еще 10 лет несения службы. После спуска на воду в ремонтном цикле наступает завершающий этап. Достройка продолжается на плаву. В конце этого года на Владикавказе пройдут швартовые испытания. Летом 2015-го подлодка выйдет в Белое море для выполнения программы заводских ходовых испытаний. Фатима Макиева, Тимур Мазаев, Осетия ТВ. Во Владикавказе открыли административное здание для общественных организаций. Двухэтажное помещение площадью 850 квадратных метров расположено на улице Интернациональная. Вопрос о размещении общественных организаций не раз стоял перед руководством города. После этого мэрия предложила создать так называемый единый комплекс. Как отметил первый заместитель главы Владикавказа Майран Тамаев, это очень значимое событие. В здании предусмотрен актовый зал. Для служебного транспорта около административного здания построили новую парковку. Уже с сегодняшнего дня здесь разместились общественные организации «Здоровая Осетия», «Спасательный круг», Всероссийское общество инвалидов и другие. Это очень долгожданное и очень радостное событие для каждого из нас, для членов нашей общественной организации «Здоровая Осетия». И это как аванс для нас, это как признание нашей работы, но это еще как бонус. Мы будем делать еще больше, будем стараться.
Страшно хасышна бутербродал дядя Федор. Да иньятахана квалардам дарыш, автомайтая авжагал варанкавы, автомай харжат тарузан. Персонажи советских мультиков заговорили на остинском языке. Здесь всеми любимый Карлсон, Вовочка из Тридевятого царства, Винни-Пух и остальные. Это лишь малая часть большого проекта, который направлен на сохранение остинского языка. Байрагена. Агашсу. Да гуран бона хоршах дауат. Бужнак. Уйману. О! Чебурашка. Да асагард хорта. Несколько лет назад ЮНЕСКО причислила остинский язык к исчезающим, поэтому острую проблему подняли на правительственном уровне. Одним из методов популяризации национального языка стал перевод советских мультфильмов с русского на остинский. Инициативу поддержали в Министерстве образования и науки. Озвучкой занялись специалисты студии «Эксперт Медиа». Идея возникла достаточно давно, уже несколько лет назад. Группа энтузиастов, молодых ребят, которые работают над популяризацией остинского языка, вынесли такую идею. И попытки перевода мультиков уже были и раньше, но они были такие, некачественные. И сейчас на государственном уровне мы решили поднять эту проблематику, и уже второй год занимаемся дубляжом и тиражированием мультфильмов корпорации «Союзмультфильм» и тиражированием, имеется в виду обеспечение доступа через сеть интернет. Уже сейчас завершена работа над дубляжом 17-го мультфильма. Теперь маленькие зрители нашей республики и их родители смогут познакомиться со всем колоритом советских мультфильмов на остинском языке. Вообще сам процесс дубляжа мультфильмов очень интересный, потому что когда ты увлечен, ты заново, как в детстве, влюбляешься в этих персонажей, но уже в остинского Карлсона, в остинскую испанскую утку, в задорного Матроскина, который говорит по-остински. К дубляжу мультипликационных фильмов привлекли ведущих филологов Северной Осетии. Самое сложное в каждой сцене, в каждом диалоге показать национальный колорит. К работе над текстами отнеслись с особой важностью и точностью. Именно поэтому персонажи получились такими задорными и харизматичными. Смотря сейчас на остинского Карлсона, не верится, что он когда-то говорил на русском языке. Озвучкой занялись актеры остинского, дегорского и русского театров. Герои знаменитых советских мультфильмов говорят как на остинском, так и на иронском и дегорском диалектах. У ребят из «Эксперт Медиа» еще много планов. В ближайшее время они организуют открытый показ мультипликационных фильмов для всех желающих. Тома Валлева, Евгений Маркин, Осетия ТВ.